Хлеб всегда был и остается продуктом первой необходимости. Повышение цен на этот продукт всегда остро ощущается населением. В декабре прошлого года из-за 10-часовых верных отключений производители хлебобулочных изделий повысили цены. Так, в магазинах стоимость булки хлеба возросла с 35 до 40 рублей. Хотя производители уверяли, что со стабилизацией подачи электроэнергии они вернутся к установленным ценам, в новом году ситуация не изменилась. Цена за булку хлеба по-прежнему остается в пределах 40 рублей. Нельзя не отметить, что ценообразование на хлеб складывается из многих факторов. В пекарне «Колос» рассказали, что из-за верных отключений хлеб выпекают при помощи дизель-генератора, на работу которого в сутки уходит 300 литров топлива. В связи с большим общезаводским расходом, куда входит и стоимость топлива, пекарня повысила цены почти на все виды хлеба. Мы делаем хлеба, разные хлеба. Есть кукурузные, есть гречневые, есть бездрожжевые, на закваске делается. У нас есть бородинская смесь, есть с тмином, с пряной, отрубной. У нас разные виды. Обычно кирпич серый, белый стоит 40 рублей. А остальные хлеба, что вы видите, вот тут тоже на 5 рублей добавилось. Потому что это все жарится у нас. Дизель включен, как обычно. По словам начальника производства «Колос» Оксаны Пони, пекарня сдает хлеб в магазины по 38 рублей. Назвать сроки понижения цен на хлеб она затруднилась. В пекарне по улице Агарба-3 в Новом районе также наблюдается повышение стоимости хлеба. Здесь также продукцию в магазины поставляют по 38 рублей. По словам продавцов, цены повысились из-за верных отключений. Пекарня работает от источника автономного питания, а это дополнительные расходы. Аналогичная ситуация и в пекарне по улице Киараз в Новом районе. Цена на хлеб повысилась на 5 рублей и стоит 40 рублей. Покупатели отказались говорить с нами на камеру, но в личной беседе отмечали, что повышение цен, конечно же, сказывается на их бюджете, но они с пониманием относятся и к производителям. Во всех магазинах, которые мы обошли, цена на хлеб от закупочной стоимости повысилась на 2 рубля. Этот продукт считается продуктом первой необходимости. Большую наценку на него делать по закону не имеем права. Хлеб, который белый, мы получаем по 38 рублей, продаем по 40. Перед повышением цен, например, это хлебопекарня «Турбаза», к нам пришло официальное предупреждение, что с такого-то числа будет повышение на 5 рублей. Соответственно, это не наша какая-то там произвольное желание повысить цены. Как известно, контроль за ценообразованием на хлеб обеспечивается государством. Министерство экономики Абхазии – уполномоченный орган в области государственного регулирования цен. Как сообщили в министерстве, проект постановления об изменении цен на хлебопродукты, разработанный Минэком, был направлен в кабинет министров в декабре прошлого года. И в данный момент предложение находится на рассмотрении. Аля Катрапшира, Мукамки, Абхазское телевидение.